На мини-футбольном поле Сухума состязание собрало любителей кожаного мяча в физическом и цифровом измерениях. Это не просто футбол и не просто киберспорт. Это фиджитал-турнир от А-Мобайл. Новый формат, в котором цифра и реальность сливаются воедино, создавая спорт будущего. Мы всегда следим за мировыми трендами. Фиджитал – это сейчас такой тренд, но это отнюдь не мода, это логичное развитие спорта. В сегодняшнем мире подростки, юноши, которые участвуют в нашем турнире и вообще, они живут в двух мирах – в реальном мире и в виртуальном. Мы этим турниром хотели показать, что эти два мира могут сосуществовать и дополнять друг друга, а не конкурировать друг с другом. Для нас первый фиджитал-турнир по мини-футболу, его организация, это было, конечно, вызовом, но у нас за плечами десятилетний опыт в организации Кубка Мобайл, большого турнира по мини-футболу, в котором участвует больше команд, чем в этом турнире, гораздо больше. И этот опыт нам помог с легкостью организовать мини-турнир в рамках большого Кубка Мобайл. Фиджитал-футбол – это инновационный формат, любимой миллионами спортивной игры, который представляет собой функционально-цифровое двоеборье. Сначала игроки сражаются в виртуальной игре FIFA, а затем на реальной площадке. Конечно же, это новый спорт, у него есть свои особенности, свои нюансы. Главная особенность его состоит в том, что первая часть игр проходят виртуально. То есть команды играют на PlayStation, в FIFA, и счет, с которым заканчивается виртуальная часть, переносится на реальное мини-поле. Таким образом, каждый гол, забитый в виртуальном мире, имеет огромное значение в реальном мире. Как показали эти 2 дня, фиджитал спорт имеет, на мой взгляд, большое будущее. Ребята с таким рвением, с таким огоньком в глазах играют, им очень все нравится. У нас очень много положительных отзывов. И я так думаю, что мы начали это, но дальше это продолжится и наберет большие обороты. Фиджитал спорт будет процветать и в Абхазии станет таким же любимым, как классический футбол, мини-футбол и другие виды спорта. Даже по ощущениям, фиджитал – что-то новое. Вот на трибунах болельщики сначала следят за матчем FIFA на экране, а потом за реальным футболом на поле. Зона для киберэтапа оборудована всем необходимым. Экраны, PlayStation – все, чтобы виртуальный матч был таким же зрелищным, как и реальный. Давай, давай. Эй, хорош! Ехала, братик, ехала. Еще надо. Астану Гогия 15 лет, 10 из них он в профессиональном футболе. Астан одинаково уверенно чувствует себя и с джойстиком PlayStation в руках, и с мячом на поле. Есть люди, у которых плохо в футболе, футболе на поле, я имею в виду, но у них очень хорошо развита FIFA, то есть киберспорт. А есть люди, которые, наоборот, плохо развита игра в FIFA, но есть у которых хорошо развита игра в поле. Поэтому можно совмещать и одерживать победы. Развит футбол у нас, но не сильно развит киберспорт, можно сказать. А такого рода турниры помогают развить второй аспект. Поэтому я думаю, да, это определенно будет очень популярный, можно сказать, турнир. Инновационный формат требует от спортсменов как физической, так и умственной подготовки. Несмотря на то, что фиджитал-спорт – дисциплина совершенно новая, здесь есть шанс для всех игроков продемонстрировать свои навыки и стратегическое мышление в обеих сферах, поделился впечатлениями от соревнований игрок команды футбольного клуба «Зенит» Баграт Зыба. Это было очень интересно попробовать, потому что все-таки первый раз в нашей стране такое провели. Увидел это в рилсах в Инстаграме, предложил своей команде поучаствовать, все согласились. И очень понравилось то, что сначала в FIFA счет, который там, переходит на поле. Рефери на турнире – квалифицированные судьи, приглашенные специально из России. Денис Малининов был в судейской команде на играх БРИКС. Детей сейчас не вытащишь, они в основном все с компьютера играют. Это раньше мы во дворах, да, там нас и домой не затащишь. А так они, получается, и играют в плойку, и выходят потом на улицу уже там физикал, и здесь диджитал и физикал. Мы взрослых судили, детей нет. Тут единственное, может быть, как возрастной немножко сделать, ужать, потому что в этом возрасте год разницы уже прилично чувствуется, да, а здесь получается от 13 до 17 лет, я так понимаю. Ну, первый раз попробовать, я думаю, нормально. Со следующего года уже и регламент какой-нибудь утвердить, там возрастные категории, возрастные цензы, я думаю, будет нормально.
В турнире приняли участие 8 юношеских команд от 13 до 17 лет, как профессиональные игроки, так и любители. Заявок на участие было множество. Организаторы не ожидали такого спроса. Мы знали, что это будет востребовано, но и не ожидали. Там, где было 8 команд, нам написали около 100 человек, что вот у меня есть команда. Но это были, конечно, перекрестные такие заявки тоже были, но в целом это было очень много заявок. Наш телефон разрывался, наш директор разрывался. Естественно, молодежь вся заинтересовалась, и вот сейчас параллельно этот турнир Fidgetal проходит Кубка Mobile, и все с интересом наблюдают за ним и участвуют. И побольше таких турниров, естественно, нужно развивать, и наши дети, чтобы показали себя мировому сообществу, на что мы способны во всех видах спорта, не имеет значения, это футбол или какой-то иной. И самое прекрасное, что здесь нет проигравших. Да, кто-то заберет кубок, кто-то призы, но главный выигрыш – это опыт. Такие турниры – мост между поколениями и увлечениями, между реальностью и цифрой. Сима Аргун, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.